17 октября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,15 сомоней за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 9,96 сомоней за 1 евро. Средний курс и продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2185 до 10,20 сомоней, 1 евро от 9,96 до 9,97 сомоней, 1 российский рубль от 0,1590 до 0,1615 сомоней. Мировые цены на нефть в понедельник утром восстанавливаются после падения более чем на 3% во время торгов пятницы. Об этом следует из данных торгов. Цена на нефть марки Brent составила $92.39 за баррель, марки WTI $85.30 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром поднимается почти до $1655 за тройскую унцию, поддерживает котировки ослабления доллара. Нижняя палата парламента Таджикистана приняла в среду 12 октября проект закона Республики Таджикистан об электронной коммерции. Об этом сообщает пресс-служба палаты. Директор Национального центра законодательства при президенте Республики Таджикистан Иззатулло Саидзуда во время представления законопроекта депутатам отметила, что главная цель его разработки – это защита прав и интересов участников электронной торговли. Он подчеркнул, что закон устанавливает требования при оформлении и совершении электронных сделок по продаже, покупке и обмену товарами, работами и услугами, осуществляемые с применением информационно-коммуникационных технологий, за исключением следующих сделок. Это сделки, которые требуются обязательно нотариальное или государственное заверение, сделки, оформляемые на рынке страхования и ценных бумаг, сделки по объектам, которые введены из гражданского оборота. К преимуществам электронной коммерции Саидзуда отнес быстрый доступ к информации, сравнительно небольшие расходы, отсутствие административных барьеров и прочее. К преимуществам для потребителя он перечислил круглосуточное функционирование, равную географическую доступность, возможности для экономии времени, секретность покупок и другое. В Душанбе, Худжанде и Бахтаре цены на ГСМ опять снизились по сравнению с предыдущей неделей. Эксперты связывают это с завершением сельскохозяйственных работ. В настоящее время 1 литр бензина АИ-92 на АЗС Душанбе стоит 9,5 сомони. На прошлой неделе эта цифра составляла 10 сомони. Стоимость 1 литра бензина марки АИ-95 также снизилась до 9 сомони 80 дирхамов. Ранее литр этой марки стоил 10 сомони 50 дирхамов. Тем временем цены на дистопливо и сжиженный газ остаются неизменными. Так, литр дизельного топлива в столице составляет, как и ранее, 12 сомонов 60 дирхамов, а литр сжиженного газа продается по прежней цене 6 сомони 20 дирхамов. В Худжанде аналогичная ситуация, там тоже дешевеет бензин. Узбекистан готов пойти на полную отмену имеющихся изъятий из режима свободной торговли в рамках СНГ. Об этом на заседании Совета глав государств-участников Содружества 14 октября в Астане заявил президент Шавкат Мирзиёев, пишет газета.уз. Необходимо применять действенные меры по скорейшему устранению барьеров во взаимной торговле. Мы много говорили на эту тему. Пришло время практических действий, призвал глава государства, говоря об общих задачах стран СНГ в текущих условиях согласно видению Узбекистана. Мы также приняли принципиальное решение о присоединении к правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года. Ожидаем встречных шагов от наших партнеров по Содружеству, сказал он. Он предложил коллегам по СНГ поручить профильным министрам в месячный срок провести консультации с выработкой конкретных мер по стимулированию роста взаимной торговли. Ключевым направлением взаимодействия стран СНГ остается продовольственная безопасность, продолжил Шавкат Мирзиёев. Важно создавать благоприятные условия для беспрепятственных поставок продовольствия на пространстве СНГ в целях недопущения искусственного роста цен и сдерживания инфляции, сказал он. Узбекистан готов обеспечить партнеров плодоовощной продукции, в том числе ранних сортов, заключением долгосрочных фьючерсных контрактов. В свою же очередь, страна заинтересована в гарантированных поставках зерновых, масличных и кормовых культур, отметил президент. Россия заинтересована в присоединении Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Туркменистана и Узбекистана к российским проектам по импортозамещению. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в
ходе саммита Россия-Центральная Азия в Астане передает РИА Новости. Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций, сказал президент России. Путин подчеркнул, что Российская Федерация открыта к укреплению многосторонней кооперации с центральноазиатскими друзьями, в частности, к участию в создании новых производственно-бытовых цепочек, выстраиванию альтернативных логистических связей. В целом он обратил внимание, что взаимодействие России с центральноазиатской пятеркой развивается хорошими темпами. За последние 5 лет товарооборот страны с государствами региона вырос в 2 раза, а по итогам первого полугодия нынешнего года взаимная торговля увеличилась еще на 16%, указал президент. Россия является ведущим инвестором в экономике стран Центральной Азии, подытожил он. Об укреплении сотрудничества, со слов Путина, говорит возведение новых АЭС и внедрение цифровизации. Россия, как отметил ее лидер, также готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона.